Сегодня мы направляемся к юго-восточной окраине нашей республики, в затерянную посреди Пармы деревню Воль. Путь наш пролегает через село Улыс-Воч. Эти места на территории современного Усть-Куломского района были обжиты в XVIII веке. Людей привлекли в эту глухомань еще никем не занятые плодородные угодья по поймам рек, леса, богатые зверем и дичью. Здешние охотничьи путики доходят до самой границы Пермского края, родины легендарного Кудым-Оша и Перы-богатыря. До сих пор ходят легенды о потомках Низи, брата Перы, что жили в здешних краях. Говорят, что жил здесь некогда Семен, который ставил 20-пудовый нагруженный мукой воз на другой воз, без помощи товарищей, а дед его, Калина, жил до 112 лет. У Калины был отец Мизя, а у того был брат по прозвищу Пера. Правда это или вымысел, сказать трудно. Богатырей в их мифологическом представлении сейчас здесь не встретишь. Но в легенду хочется верить, ведь жить в суровых условиях посреди Пармы могут только люди, необычные духом, из глубокой старины. Зимой это направление открыто для гужевого транспорта. В остальное время приходится надеяться только на свои ноги. Даже пешему нелегко идти через просекающий путь болота. Лишь в нынешнее засушливое лето через них удалось перебраться, не промочив голенища сапог. Деревня Воль образовалась не так давно, относительно соседних сел, в начале 20-го столетия. Раньше этой дорогой пользовались чаще, ведь она не только связывала Воль с соседними населенными пунктами, но и вела к многочисленным сенокосным угодьям. Вольские колхозники каждый сезон поправляли бревенчатые гати. Теперь уже больше 2 десятков лет дорога бесхозная. Ну, здравствуй, Кедр. Все стоишь, шишек давай побольше и радуй людей. Вольские всегда здороваются с этим деревом. Называют это место у Кедра. Здесь всегда отдыхают после длинного пути. Отсюда и до Воли недалеко. Кедры в наших краях редкость. К западу их уже вовсе не встретишь. А в сторону Уральских гор больше становится. Многовековые кедры в здешних лесах – редкость. Они растут восточнее, к Уралу. К тому же кедрачи раньше вырубались без разбору вместе с остальным деловым лесом. На этот кедр ни у одного человека рука не поднялась. Он точно страж на границе вольских путиков. Вольский таксофон не только средство связи, но и единственный источник, и он же потребитель электричества в радиусе 16 километров. До этой деревушки электрические провода так и не дотянули. Единственный на деревню электрифицированный островок бесперебойной работой тоже не отличается. Видимо, ветряки и солнечные батареи не справляются, и аккумуляторные батареи садятся. Но если таксофон зазвонит, трубку непременно возьмет хозяин ближайшего дома, Герман Марохин. В Воле матушки рыбы много. Щучки попадаются под 90 сантиметров. Прямо под окном сети ставлю. Живой рыбный магазин. Надо рыбы, вышел, поймал сколько нужно и покупать не надо. Все, что нужно для жизни у обитателей Воли, под рукой. Лес богат ягодами, грибами и дичью. В зимний период можно и подзаработать. Начинается промысловая охота на пушного зверя. Раньше куницу принимали за 60 рублей. И бензина на 60 рублей 200 литров можно было приобрести. Сейчас и 40 литров не купишь. Это у меня уже 12-я собака. Даже не знаю, какая порода. Из села Воч, так значит, вочская порода.
Когда я родился, деревня еще очень большая была. Сейчас почти все жители ушли. 4 семьи осталось. Родители мои умерли, сестры уехали в соседнее село, а я здесь дом поставил, так что и умереть тоже здесь придется. Уезжать нет смысла. Везде налоги, а нам налогов платить не надо. Никто не прижимает. Все от тебя зависит. Как поработаешь, так и поешь. Сразу же за калиткой 2 могилы, увенчанные железными крестами. Хотя в деревне имеется общий для всех погост, своих почивших близких жители Воли хоронят прямо во дворе. И в этом тесном соседстве живых и мертвых ничего плохого не видят. Оба родителя умерли в 67 лет. В деревне жизнь непростая, много физического труда, промысел и работа много сил забирает. Зато нас, 8 детей, они вырастили. Сейчас попробуй 8 поднять, самого съедят. Деревня Воль – это одна большая семья. 74-летняя Анастасия Матвеевна, ее дочь, сыновья, невестки и зять Герман. Все Марохины. Сама я из села Воч, недалеко, да вот как-то сюда и попала. Здесь живу уже 50 лет. Первых жителей Воли я не застала. Только их детей помню, да и тех уже нет. Сейчас вся деревня – это мои дети. 6 сыновей было и 2 дочери. 2 сыновей уже похоронила. Моего возраста тут никого уже нет. Тяжело здесь. Я сама в этом году уехать хочу, в Индом, по своей воле. Работы здесь всегда много. Женские руки поспевают и возле дома привести все в порядок, и с домашними делами справляются. Пирожки-то пожалуй, пирогеста. Живя натуральным хозяйством, скучать не приходится. Моя мама рано умерла, и я жила у бабушки здесь, в Воле. Мишу я знала. Он посватался, я не отказала. Стали вместе жить. В доме Михаила Марохина мы заметили лампочку, а к углу баньки прилажена телевизионная антенна. Оказалось, что это не бутафория. Уже несколько раз в доме на пару часов зажигался свет. Конечно, не по волшебству, а с помощью мини-электростанций. Механизм генератора довольно сильно изношен, да и бензин сюда привезти проблематично. Поэтому включают электростанцию только при крайней необходимости, когда нужно постирать машинкой, да фильм посмотреть. Бензин. А мойка генератора нет? Работает генератор на бензине. На 1 час сколько бензина уходит, не скажу, но литра 4 на весь день хватает. Включаем только для стирки. В прошлом году даже кино смотрели. Сейчас что, когда включить надо? Антенну-то я сделал, но без заземления. В грозу с телевизора искры полетели. Пришлось снять антенну. Надо приладить обратно, да заземление сделать. Многим секретам охоты и рыболовства можно научиться у здешних жителей. Вот только кому передать эти знания, Михаил не знает. Подрастает дочь, Настя. Она перешла в 5 класс. Учиться ей приходится в соседнем селе, жить в интернате. С родными Настя видится только на каникулах.
Уеду. Где работа есть, туда и уеду. Может, в Ижму уеду, потому что там тетя моя живет. Буду учительницей математики. Правда, экзамен был сложный, плохо сдала. Здесь не скучно. Мы с Мишей гуляем. Хочу ему показать ручей. Он говорит, что летом еще ни разу его не видел. Дом Валерия Марохина на противоположной окраине деревни. Едва успели ступить на крыльцо, зарядил дождь. Понравилось здесь, поэтому и остались. Миша уже в 3 классе, Артему 5-й год пошел. Работаю, воду и дрова заношу. На рыбалку с отцом ходим. Рыбу ловим, ягоды собираем, скотину держим. Так и живем. Куда отсюда уедешь? Сейчас везде образование требуют. А я 8 классов закончил. Без корочки не возьмут никуда, а безработных там и без нас хватает. Сейчас везде трудно, не только у нас. Если бы дорогу наладили, да свет протянули, было бы неплохо. А дети подрастут и уедут. Здесь им делать нечего. Жители Воли понимают, что для их детей жизнь посреди глухой тайги не самая радостная перспектива. Для них родители желают другой доли, но сами такой жизнью вполне довольны. Волю-волюшку, раскинувшиеся на десятки километров леса, угодья, охотничьи путяки, они не согласны променять ни на какие блага цивилизации.